в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочие совещания удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы! Добрый день, это телеканал Якутия-24. Прямо сейчас предлагаем вам прямую трансляцию брифинга оперативного штаба республики по противоэпидемической ситуации в Якутии на сегодняшний день. Пожалуйста. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе? Добрый день, уважаемые жители республики. В настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике напряженная. За прошедшие сутки выявлено увеличение количества новых случаев, и за сутки количество выявленных случаев составляет 242. Необходимо обратить внимание, что в городе Якутске количество случаев составляет 148 случаев. В основном это случаи зафиксированы среди взрослого населения. Остальные случаи практически в каждом из районов республики есть выявление новых случаев. Сегодня основной акцент как учреждения здравоохранения, так и управления Роспотребнадзора по республике делают на раннее выявление случаев и, соответственно, принятие мер для того, чтобы непосредственно нам улучшать ситуацию и в данном направлении. На настоящий момент во время заседания республиканского штаба, который прошел сегодня у главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, были поставлены задачи, прежде всего направленные на ситуацию по исполнению указа главы, подписанного в пятницу. Необходимо обратить внимание на базовую позицию данного указа. Она связана с усилением обязанностей, которые возлагаются на работодателей. На настоящий момент ранее рекомендуемая термометрия работников для всех работодателей на территории республики является обязательным. Контроль за исполнением данного пункта будет осуществлять Министерство труда и социального развития республики как орган, отвечающий за охрану труда на территории. Необходимо обратить внимание, что, оценивая ситуацию в улусах республики, на настоящий момент очень четко поставлены две задачи, которые исполняются. Это увеличение количества и создание резервного количества коечного фонда в инфекционных стационарах и полное обеспечение аптек и, соответственно, больниц соответствующими лекарственными препаратами. Наши лаборатории также продолжали вторую неделю работать без выходных. За сутки проведено 5267 новых исследований. Ряд районов республики уже частично перешел на иные формы тестирования, но ПЦР остается, по исследованиям методом ПЦР, республика остается среди лидеров, и в том числе произошло увеличение и на прошлой неделе во всей Российской Федерации. Сегодня 5 наших работников учреждений здравоохранения вылетели в город Москва. По соглашению с Департаментом здравоохранения Москвы до конца года 15 человек, 15 наших медиков со всей республики пройдут повышение своего рода квалификации в ведущих клиниках города Москвы. И, соответственно, первое обучение сегодня начнут у нас наши 5 коллег, врачей. И, соответственно, я думаю, что опыт для каждого из них будет взаимным. Необходимо также обратить внимание на то, что заключены все государственные контракты по поставкам лекарств для амбулаторного лечения, и мы заканчиваем поставку лекарств за счет республиканских средств в нашей поликлинике на этой неделе.
тех лекарств, которые нужны амбулаторным больным за счет республиканского бюджета. Кроме того, на этой неделе ждем поступления новых аппаратов искусственной вентиляции легких и, соответственно, произведем как в том числе замену, так и увеличение кислородного фонда, так и фонда искусственной вентиляции легких в наших больницах для улучшения оказанных услуг. Это была традиционная прямая трансляция брифинга оперативного штаба республики по эпидситуации в Якутии на сегодняшний день. Оставайтесь на Якутии 24, будьте в курсе.